В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В Минстрое России разработали ряд мер по усилению газовой безопасности домов. В частности, предлагается обязательно заранее уведомлять собственников жилых помещений о предстоящих проверках газового оборудования специалистами. Как следует из проекта документа, если собственник дважды не пустит сотрудников газовой службы в квартиру, те должны будут составить акт об отказе в допуске к газовому оборудованию. Копию этой бумаги будут направлять в органы государственного жилищного надзора, и там уже будут возбуждать дела об административном правонарушении и принимать меры по принудительной проверке газового оборудования в отдельно взятом жилом помещении. Регионы могут перейти на оплату вывоза мусора не по количеству жильцов или площади жилья, а по фактическому сбору отходов уже в 2019 году. Переход на оплату по факту, а не по нормативам, планируется осуществить в течение года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. Надо исходить не из теоретических нормативов по накоплению отходов, а из их фактического накопления и объемов. Сколько отходов непосредственно дает такой-то дом или населенный пункт, за них и надо платить, сказал он. Мы ставим задачу в течение года такие новшества ввести, особенно для сельских населенных пунктов. С них и начнем, сказал Гордеев. Особо он отметил роль муниципальной власти, так как именно ее представителям предстоит разделить общий платеж между людьми по справедливости. К примеру, дом генерирует отходы, там живет 100 семей. Управляющая компания заплатит за фактически собранные отходы, но чтобы распределить плату между людьми, должна быть методика. В ее разработке должна участвовать муниципальная власть, подчеркнул вице-премьер. В России планируют установить единый налог, который будет взиматься с граждан за снятие наличных с банковских карт. К слову, такая система уже продолжительное время работает в Европе. По словам разработчиков законопроекта, сейчас россияне не знают, какая точно сумма снимается при обналичивании денег в банкоматах других финансовых организаций. Комиссия должна компенсировать банкам расходы за услуги, оказанные клиентам, но зачастую некоторые нечестные банки под видом комиссии ведут сбор денег для наживы. Введение единой платы поможет избежать подобных махинаций и добить прозрачности. Планируется, что закон будет доработан в ближайшие месяцы. Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что главным приоритетом на ближайшие 6 лет станет поддержка частного бизнеса, поскольку в недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о наступлении времени для смелых инициатив. Он также отметил, что правительство допускает продление надзорных каникул для бизнеса, однако при этом нужно дождаться окончания действующих, которые введены до 2020 года. Министр отметил, что у России не так все плохо и с деловым климатом, поэтому в последующие годы перед страной будет стоять цель увеличить инвестиционную активность малого и среднего бизнеса. На заседании правительства Якутии обсудили снижение экономических показателей в отдельных отраслях промышленности. Рассмотрены проблемные вопросы экономики, которые пока еще системно не решены в республике. Это снижение показателей производства в обрабатывающих отраслях промышленности, которые за 2018 год составили 2,6%. У нас продолжается сокращение производства пищевой и деревообрабатывающей промышленности, поэтому именно на эти аспекты было обращено внимание членов правительства, отметила министр экономики региона Майя Данилова. В то же время, в целом, валовой региональный продукт Якутии за 2018 год увеличился на 5% и впервые превысил 1 триллион рублей. А тем временем в рамках специальной программы долговой амнистии правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с крупнейшими банками государства о списании долгов граждан. Речь идет о сумме почти в 100 миллионов долларов. В программу попали более 3000 человек с задолженностями перед кредитными организациями. По мнению властей и представителей банков, данная инициатива обеспечит гражданам достойный уровень жизни, снизит нагрузку на жителей и будет способствовать продвижению ценностей терпимости. Отметим, что в Эмиратах регулярно проводятся подобные акции по списанию долгов населения. Например, в 2012 году в программу попали более 6000 человек с долгами на 540 миллионов долларов. На этом пока все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.